Сейчас мы находимся на базе КАП-6. Это база Алматы Электротранс. Здесь у нас находится 112 автобусов 11-метровых, 11,6, если быть точным. Здесь у нас мы для начала взяли на обзор 6116 модель. Также показываем вам модель 6890. Это 9-метровая машина, тоже двухдверная. Она предполагается для маленьких маршрутов, где пассажиропоток небольшой. 6116 это большой класс считается, однако он на 1 метр меньше, чем большой трехдверный городской автобус, который мы также записывали, но уже на другой базе КАП-5. Передняя дверь у нас более узкая, чем стандартная дверь по ширине, однако для пассажиров это проблем не создает. То есть при входе, при оплате мы спокойно заходим, оплачиваем здесь карточкой и проходим в салон дальше. Поэтому средняя дверь у нас стандартной ширины. Там имеется пандус для инвалидов. Также у нас компоновка автобуса полунизкопольная. То есть передняя часть автобуса у нас от средней двери полностью низкопольная. Задняя часть у нас идет со ступеньками. Автобус у нас на газе. Наверху находится два отсека для баллонов. Посередине у нас находится кондиционер. Это уже стандартная опция в алматинских автобусах. Практически в каждом автобусе в Алмате уже стоит кондиционер. Мы пройдем чуть назад. Здесь у нас находится, в этой части у нас находится двигатель, все оборудование. Поэтому у нас здесь имеются в задней части ступеньки. Здесь сидячие места. Форточки у нас широкие, со стеклопакетом. С задней стороны у нас находится электронный маршрут-указатель. Здесь наверху две камеры. Здесь у нас также в салоне на заднем стекле у нас находится место для размещения маршрута-указателей, но уже бумажных, с подсветкой. Это достаточно новая фишка. Последний год у нас заказывают с такими держателями автобусы. До этого держателей мы не ставили. У нас был только маршрутоуказатель. Сейчас управление городской мобильности ставит обязательные требования по наличию маршрутоуказателей, но бумажных, а не электронных. Поэтому все перевозчики, они сейчас обзавелись бумажными маршрутоуказателями. А теперь пройдемте внутрь автобуса. Давайте перейдем к салону. Салон у нас здесь компоновка стандартная для этой длины автобуса. С правой стороны у нас здесь стоит, со стороны видео у нас получается левая сторона. Здесь у нас стоит багажный отсек для сумок. С правой стороны у нас здесь стоит короб. Внутри находится электронное оборудование. Это тоже стандартный короб, он есть практически везде. Здесь у нас также находится сиденье. Здесь у нас запасные части лежат. Конечно же, на линии, когда автобус будет, их уже здесь лежать не будет. Здесь у нас тоже держатель для сумок. Пройдем назад. Здесь у нас запаска. Мы ее тоже уберем потом. Салон у нас достаточно широкий. Для того, чтобы стоять, здесь проблем никаких не возникает. Однако сидячих мест можно было сделать больше. Конечно, это все зависит от заказчика. Если заказчик попросит, мы можем сделать весь салон только сидячими местами. Однако, все-таки в этой модели, из-за того, что она не очень длинная, здесь все-таки упор делается на просторность салона, чтобы люди могли больше стоять, чем сидеть. Сидячие места в основной массе у нас расположены в задней части салона, так называемый Эверест, как его называют обычно. Здесь, где у нас находятся ступеньки. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов сидений. Поэтому те, кто хотят сидеть, они проходят назад в салон, а те, кто хочет ехать стоя, проходят в среднюю часть. Обратим внимание на накопительную площадку. Накопительная площадка у нас широкая. Для такой длины автобуса здесь у нас вмещается коляска. Часть у нас расположена, где коляска ставится. Ставится она вот здесь. С левой стороны же у нас остается свободное место для того, чтобы люди могли стоять. Однако,
к сожалению, бывают пассажиры, которые садятся на места для инвалидов. Вот эти места у нас предусмотрены для инвалидов, для инвалидной коляски. Поэтому бывают пассажиры, которые на них садятся. Однако, конечно же, это неправильно. Эти места не предусмотрены для того, чтобы обычные стандартные пассажиры на них сидел. Эти места предусмотрены для инвалидов. Поэтому они должны быть в каждом автобусе. Таков регламент. Если эти сиденья не откиданы, места для того, чтобы стоять, достаточно много. Здесь у нас находится слот для маршрута-указателя бумажного. Внизу же находится электронный маршрут-указатель. Этот слот, это держатель мы начали ставить в последних поставках троллейбусов. То есть в каждом троллейбусе теперь у нас есть вот такой держатель для маршрута-указателя бумажного. И теперь после этого в наших поставках нам заказали еще и в автобусах такую фичу. Я считаю, что это очень удобно, потому что маршруты-указатели бумажные, они все-таки более практичные, чем электронные. Особенно подчеркнем то, что здесь есть подсветка. Также и спереди у нас здесь тоже стоит держатель для маршрута-указателя. Здесь у нас уже пишется просто номер маршрута. Он точно так же с подсветкой. Вентилятор. Интересная фича на самом деле. Я не очень понимаю, зачем он здесь нужен. Чем удобны широкие форточки? Например, в других поставках наших автобусов Алматы-Лидотранс заказывал откидные форточки. Они достаточно маленькие, вот такого размера они. Все остальное стекло остается без форточки. Оно откидывается. Это откидные форточки, они вообще пошли от немецких автобусов, европейских моделей. То есть в Европе из-за того, что климат достаточно прохладный, там большие форточки вот такие, они не имеют необходимости. Поэтому европейские производители ставили откидные форточки для холодного климата. Потому что в холодном климате такой форточки достаточно. Однако в нашем горячем климате, где же постоянно жарко, летом особенно у нас 40-45 градусов. Поэтому в наших автобусах последних поставок все-таки мы решили ставить большие форточки со стеклопакетами. В чем плюс стеклопакета и большой форточки одновременно? Во-первых, летом в межсезонье, когда кондиционер или отопление еще не требуется, мы открываем форточки, у нас весь салон спокойно проветривается, у нас свежий воздух и у нас прекрасная температура, комфортная пассажирам. Кому-то холодно, он форточку закрывает. Кому-то жарко, он может открыть вот так. И сидя за сиденье, например, в задней части салона, ему будет хорошо продувать и ему не будет жарко. Про кабину, что еще могу подчеркнуть, как и в коротких автобусах, у нас здесь еще есть разогрев сидений, вентиляция сидений, как в современных китайских автомобилях, например, марки BYD или какой-нибудь, например, Haval. А здесь у нас также на базе находятся автобусы длиной 9 метров. Они опечатаны, поэтому, к сожалению, я вам не смогу их показать. Однако мы уже делали обзор на автобус такой же модели, только для областных перевозчиков. В принципе, салон ничем не отличается. Точно такой же, как и был. Здесь у нас тоже накопительная площадка такой же ширины. Все точно так же. Правда, раскраска другая. Ну, естественно, заказчик у нас здесь другой. У нас их будет около 30 или 40 штук. Таких красавцев. Они у нас пойдут на мелкие маршруты, где пассажиропоток не очень большой. Однако там требуется современный, красивый и комфортный автобус на экологичном топливе, на газе и с кондиционером. Спасибо за просмотр. Вы были на канале Ютонг. Ждите наших следующих видео.